benar. Adını ne koyalım? Bir kas bulu. Bir ne koyalım? Mısır'da kasar kas bulu. Ah, Benim kayak terakhir jadi takaran terakhir sedapat. Mana kalian bisa aja perang?
Уважаемые гости, приглашаем вас пройти на экскурсию по саду. Экскурсию проводит директор горного творчества Светлана Пономарева. Джек, на. Садись, да? Я дам знак. Джек и Лера, они буквально через 3 минуты. Kadim aradın da.
Resolute Arena. 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 Здравствуйте, дорогие земляки. Resolute Arena. Resolute Arena.
Resolute Arena. Narabaların bolar du hoxtu. Ehiller de. Bu basta bulla gılcıttar. Ehiller duwa. Sürün translasiya kolbanalik. Olhin köstübet. Sağlanalik. Kolboftara. Elle Kolboftara. Çoğuna köstüyegar. Resolute Arena. Resolute Arena. Resolute Arena. Перед вами выпускница Намской детской школы искусств имени Захара Винокурова Жанна Дарамонова.
Перед вами выпускница Намской детской школы искусств имени Захара Винокурова Жанна Дарамонова. Уважаемые гости, участники торжественного мероприятия, мы приветствуем всех на малой родине выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова, самодеятельного композитора Захара Порфирьевича Винокурова и поэта Ильи Дорофеевича Винокурова Чагылган. Resolute Marina. На сцене покорители 29 стран Европы, Азии, Америки. Лауреаты 7 международных конкурсов, визитная карточка Якутии,
Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха-Якутия «Виртуозы Якутии». Художественные руководители, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Лариса Габышева и заслуженный деятель Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Станислав Афанасенко. Концертмейстер, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Надежда Петрова. Для вас прозвучала композиция Антонио Вивальди «Лето гроза» из цикла «Времена года». Для вас звучит композиция Аркадия Алексеева «Осенние облака». Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха-Якутия «Виртуозы Якутии». Руководители Лариса Габышева и Станислав Афанасенко. Ütü kihi öyde bile, kırcıktaq kihi kereste bile. Üyelerge umnulluvat, sulus boğalan sirden aspıt, suala ihe sotulluvat.
Перед вами учащиеся Хатынгарынской средней общеобразовательной школы имени Ильи Егоровича Винокурова, группа чтецов «Чагалыс», руководитель, почетный работник общего образования Российской Федерации Анна Ефимовна Васильева. Күні-күн сол буян, жыл қонук субуллар. Бирден бир сеттен, үнәллер түгенлер. Сороқтор бүгеллер, сүтеллер, умнуға қалалар. Сороқтор жоннор өтөгер, қатанан қалалар. Нам сирин боругар, айыллан өскәбі. Жоннор жылғатын, чәп-чәчә сатабыт. Биллилі политик, bir beden geytel. Olur bu dalağın sırda da tüyüğün. Süt-sükleyek türbönleyek sürler küs. Sürbey süyebit basta kısıllara. Batara kanlatçıt, baydardın kapsıgar. Balıskan ballarda kemlere. Budan bolur kısıllardan, öbükeler bit ügösterinden. Gençeri ıçatlarda, ıtık kere sırdarı. Tastың тыынтан қарыстан, сахарақсытан, ханарытан. Кухағанынан сүрәқтен, араңатчылылары әбіт өйі. Ол күрдік сұрағар бұд. Кухағаны ыл нәхілегер, ойоғыз тен арыға, мөлөкүрәптер төлбелергер. Күңі қыстық балағанға, 90 тоғыттар тымнытығар, көмілі күйдепчілене умайытығар, сөдөтчелек жөгөссеға. Көх оккөтө күниен, төрөл оға төрен, үйері көтүй көтөлленен, ылжасканан сүрәқтенен, ие аға тапталын иңерінен, борбуйын көтіған, хамар сүйрер болан, сүрәқтарын чопчута, дуғаларын тұппута. Ол оға, кырылгыттен әрілен, тулаяқ болу, әрейін білбіті, атақсығыннақ, сүдіріңе сүйрен, сір сүметің, үйерім біті. Хамнатчы да ба... Төбәсігіннақ сылжан, күн sıcağıgar бұспыта. Хамнатчы бәрді olan. Дойду кихите, көрді сатама, бұлон соға, мостан жолу. Күнді тюләқ балықдағаны, сырылақ сылбағын мәлете. Бұлын күрдік әбә құтынға, күліт күрдік әреліндім. Барыта, албын, сымыя. О, дойду бар сырыттар бін. Ким бардамныр, ким смелыр, үліңі қараны бұхарар ұярақан. Олығы, атынды қолыры тұйық бұд. Bir nigil tümsünden olur okbud. Sebet bulağın oluqtu okbud. Öktebirde qarı bilüşüye, örgöyde bitkemiger. Gırıjdanskay seri, sıdırkay bıtsıllargar. Oğlağı, keskillak sanatı kilbite. Saydam sanata, sağlamıta. Norotun tuğgar, turulağın turumuta. Şer atın minen, serilespite. Sebeşkay bulağı, oluqtosputa. Üç seri, ülügerin bilbite. Siten xotan doydunu salayar, doğun astaq bol buta. Satabıllaqtık salay buta, keskillaqtık kirsi bite. Doydu ayın tuhanı, tuzkulun tobul buta. Namga traktornay станцияға ылжа директорынан үлелер. Бурдук бұхыта дәлейектәқ, ынақ сылғы әлбектәқ. Дробуя Харыстабылын наркомынан Илья Егорович ананар. Селлиге утары оқсуғуну народ желатынан биллерер. Трахоманы соқ оңыру, сүрін үленен ағыллар. Соғыруттан врач делейер, олықтақ кадры үйеретер. Сырдығыра делиер, селлик трахома мелиер. Ұлжа, үлеті тиллер, бар жон мақталынылар. Промышленного сайынлары науканнан ситерелікті. Околайдикап академигынан экспедицияны салайттара. Аңардас, ұлжа күттілақ, ағылынылар арас институттар.
үрдік өраккада үні сайды мәккеті. Саха Республикаты сайдыдыгар кәскелләқ салабытынан. Наука олықтақты көлеләхіне кіне техник дәрісібіді. Линиялары лотның барыдыр. Ишигиттен болуы. Отыстан да колырдағылары Сырдық сананы баттыра. Сағаламыт, сәри алжарқая. Саха олығын сарбый. Олжа, наротын жулан жылғады. Мөхір солға тұрыммыта. Дойду серджетігер. Сталинға ағастық матыптан сұруй бұта. Керелі көпсәті геннеттен. Дарбардақ дақылат сұрулан. Сталин, Молотов әйбілләр, ұлжа көйінан көқтанар. Ез бол жоғын уаттарда, мұнылуыт налогу соттарда, ес түйәні сарбыдылар Москваға бағыба ұлыста. Көміске саналақ күнайы кейді. Күлігі түйәрер күдені үрейен, көмчілер күстері ұдары көрсүйен. Күтілақ күнілләқ олық бұт кәлбіде. Сақа серен үрдінен сабардабыт, қараңа болыты қалбырытан, өр сананы ұста, рас қалан чәмелейді. Башарыны бағағырды, Сафроновы қолонлары, Нестроевы кертеті, өксікілағы үйеуі, ұрайда, үсірелі сүреатчы, үте ата тілінне. Куаған әлу ала, олон қадуарана. Сақалын омуктун, кен туттар уалана. Ән болын ұлжабыт, күтілі ұлжықпыт. Сұрды күн кәреті, күн тәңе кейбет. Сақалым айгылақ, саяға саналақ. Кен диріңен сейлақ, олықтақ тол құйдақ. Хандықта бұтурдақ, балқырдақ кемнерге, санағын түхерен санниян бербекке. Жон-жонын тоғар алақ қонанаңын, ұлжа, ән күн бүгін бар жаңартын ақын. Әң селим қачыты, кен тұтын олгунан. Қодойдыр бәрттерін көдеп бүт жолгунан. Кенағыз дағаны кәпсәлге күттіғар, әр қарсын саналақ, үдекен жоңгунан. Добрый день, уважаемые гости! Начинаем торжественное мероприятие, посвященное закрытию года выдающегося государственного и политического деятеля Ильи Егоровича Винокурова в Намском Улусе. Үті күнінен убастыбыллақ ғылжыттар, өріләқ тәрәхін күттілақтара. Сақасерин олучулах государственной онна политической деятеля Илья Егорович Винокуров төрәбіті сүз сүрбебес үбілөйдәқ сылын түміктүр, қатын ары нехилегер әлбәқ сыллар тұқары қаз бірді нехилек олықтауға, ырасына оңыстыбыт, ырас, сырдық, кен орағайығар, саңа культура кейінігер ұтыллар тәрәхіні, өріләқ бұйыға майғығы сағалы бұт. В честь 125-летия со дня рождения, осознавая судьбоносную роль личности выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова, в истории нашей республики принимая ключевое значение системы образования в социально-экономическом развитии Намского Улуса, распоряжением главы муниципального образования Намский Улус за номером 1753-Р от 23 декабря 2020 года 2021 год в Намском Улусе был объявлен годом Ильи Егоровича Винокурова. Уважаемые гости,
Уважаемые гости, вас приветствует лауреат всероссийских и республиканских вокальных конкурсов Анна Нестерова, стихи Семена Данилова, музыка Захара Винокурова. Эгареде Ирета. Вас поздравила Анна Нестерова. Внимание на экран. Представляем отчет по исполнению плана мероприятий, посвященных 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова. Среди плеяды политических и государственных деятелей, внесших неоценимый вклад в становление государственности, экономики, культуры и духовного развития нашей республики, значимое место занимают наши земляки Максим Кирович Аммосов, Илья Николаевич Притезников, Николай Семенович Охлопков, Егор Михайлович Ларионов, Нюргун Семенович Тимофеев, поэт Илья Дорофеевич Винокуров, композитор Захар Порфирьевич Винокуров, художник Эллей Семенович Сивцев и многие другие. Особое место среди них занимает Илья Егорович Винокуров. 1 января 2021 года исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова. Учитывая неоценимый вклад Ильи Егоровича Винокурова, выдающегося государственного и политического деятеля в развитии государственности, народного хозяйства, здравоохранения, культуры и образования Якутии, 13 сентября 2019 года распоряжением главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева был утвержден состав Республиканского организационного комитета под председательством Афанасия Семеновича Владимирова.
17 декабря 2019 года Организационным комитетом разработан и утвержден план и смета проведения юбилейных мероприятий. 2021 год в Намском Улусе был объявлен годом Ильи Егоровича Винокурова. 28 декабря 2020 года на базе Хатын-Рынского музея имени Ильи Егоровича Винокурова был дан старт этому году. 19 января 2021 года в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского состоялось открытие выставки «Жизнь, посвященная народу», в котором приняли участие родные Ильи Винокурова. Выставка работала в течение месяца. 25 января в единый день Ильи Егоровича Винокурова прошла республиканская просветительская акция «Винокуровский диктант». В акции приняли участие 27 улусов республики и город Якутск. Благодаря активному участию школ и библиотек республики всего было организовано 304 площадки, на которых в диктанте приняли участие всего 3376 человек. Победителями диктанта стали 300 человек. Это участники, которые набрали от 20 до 25 баллов. Абсолютными победителями винокуровского диктанта, которые набрали максимально 25 баллов, стали 15 человек. Порадовало активное участие северных улусов, особенно Оленёкского, Булунского, Вилюйского улусов, в которых в свое время работал Илья Егорович Винокуров. Хотелось бы отметить, что самое большое количество площадок было организовано в Усть-Алданском улусе. 28 января в селе Столбы в Республиканском музее истории и государственности Республики Саха-Якутия имени Максима Кировича Аммосова состоялось торжественное собрание общественности, посвященное 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова в режиме видеоконференц-связи. Торжественное мероприятие началось с возложения живых цветов к памятнику Ильи Винокурова в селе Аппаны Хатын-Рынского наслега. В данном мероприятии приняли участие члены Республиканского организационного комитета, дети, внуки и правнуки Ильи Винокурова из Якутска, Москвы и Израиля. 11 марта были проведены итоги республиканского конкурса рисунков, организатором которого выступила Намская детская школа искусств имени Захара Винокурова. Всего из 15 улусов республики поступило 137 работ. В марте-апреле был проведен традиционный фестиваль художественной самодеятельности среди муниципальных образований Улуса. В первой группе наслегов звание Гран-при удостоился Хамагатинский наслег, во второй группе наслегов Партизанский наслег, в третьей группе Салбанский, в четвертой группе Маймагинский наслег. Также все культурно-досуговые учреждения Улуса в рамках фестиваля изготовили документальные фильмы «Илья Винокуров в истории нашего наслега», которые размещены на YouTube-канале Намского историко-этнографического музея имени Петра Сивцева. С 20 по 27 апреля в Национальном центре народных промыслов Семех города Якутска была проведена республиканская выставка «Кустука гордах сырдыгар ылджа энологонарыллар». В данном конкурсе приняли участие мастера и умельцы из Вилюйского, Усалданского, Амгинского, Намского улусов и города Якутска. Решением экспертного совета звание Гран-при удостоено творческое объединение Кырдагын-Хатырыкского наслега. 21 июня в онлайн-режиме прошел республиканский национальный праздник ИСЭХ, посвященный 125-летию Ильи Егоровича Винокурова, 150-летию системы образования в Намском Улусе, 120-летию Прокопия Дрехинского Бяжаля. В рамках ИСЭХа были проведены конкурсы «Запевала Сохай», исполнителей Олонко, конкурс декламаторов и ораторов, также якутского балагана «Сайдар Саргалах Сахам Балагана». С 27 сентября по 12 октября в историческом парке «Россия. Моя история» работала интерактивная выставка, посвященная жизни и деятельности Ильи Егоровича Винокурова. Здесь были представлены оцифрованные материалы Хатын-Рынского музея имени Ильи Винокурова. В ноябре были проведены итоги республиканского конкурса по стихотворному творчеству и музыкальному произведению, посвященной жизни и деятельности Ильи Егоровича Винокурова. В номинации стихотворения победителем названа Прасковья Баянаева, Намский улус. В номинации музыкальное произведение победителем назван Афанасий Татаринов, Намский улус.
Также отделом электронных ресурсов совместно с информационно-методическим отделом Намской централизованной библиотечной системы было разработано положение по созданию электронной базы данных библиотеками-филиалами для нового проекта «Электронный медиаресурс Илья Винокуров». Сегодня данный медиаресурс размещен на сайте централизованной библиотечной системы и содержит многообразную информацию – книги, статьи, презентации, виртуальные выставки, фото-видеоматериалы и многое другое. Намской межпоселенческой централизованной библиотечной системой были организованы книжные выставки, просмотры литературы, виртуальные выставки, а также библиотечные уроки, квесты, онлайн-викторины, интеллектуальные игры. Также в рамках юбилейных мероприятий была обновлена музейная экспозиция и выставочный зал музея имени Ильи Егоровича Винокурова в селе Аппаны. Приобретен интерактивный сенсорный стол, изготовлены выставочная афиша и стенды в количестве 8 штук о жизни и деятельности Ильи Винокурова. Обновлены имеющиеся музейные материалы. Включенный в репертуарный план спектакль «Тепсиллебять Утюат», посвященный жизни и деятельности Ильи Егоровича Винокурова, из-за сложившейся эпидситуации был показан через YouTube-канал Сахакадемического драматического театра имени Платона Юнского в рамках Дня государственности республики в апреле 2021 года. Книга «Илья Винокуров», изданная в 2006 году в серии «Выдающиеся люди республики», стала библиографической редкостью. Всего было издано 1000 экземпляров. Эта же книга дополнена и переиздана в 2016 году в количестве 1500 экземпляров. Учитывая потребность в автобиографической книге Илья Винокуров, в 2021 году администрация Намского улуса изыскала возможность 3-й раз дополнить и переиздать книгу в количестве 700 экземпляров. Составителями книги являются кандидат исторических наук, доцент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова Платон Алексеевич Слепцов, краевед, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Иннокентий Захарович Кривошапкин, научный сотрудник Национального архива Республики Валентина Константиновна Ефимова, директор Намской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Майя Романовна Сафронова. Книга переиздана в национальной издательской компании «Аяр». В Намском педагогическом колледже технологии и дизайна имени Ильи Егоровича Винокурова было проведено большое количество мероприятий, в том числе и реконструкция сквера. Сквер колледжа украшает бюст Ильи Егоровича Винокурова, выполненный художником-скульптором, членом Союза художников Российской Федерации, отличником образования Республики Саха-Якутия, преподавателем Николаем Дмитриевичем Огонеровым. Завершен первый этап реконструкции сквера, расположенного на территории Намского педагогического колледжа имени Ильи Егоровича Винокурова. Ремонтные работы завершаются в 2023 году к 60-летию колледжа. На базе Намского педагогического колледжа имени Ильи Винокурова в рамках юбилейных мероприятий 21 апреля состоялась 17-я республиканская студенческая научно-практическая конференция «Наука, образование, искусство». Также был проведен 7-й республиканский заочный конкурс методических разработок среди педагогических работников организаций среднего профессионального образования «Педагогические идеи». В конкурсе методических разработок принято 55 конкурсных работ из 12 учебных заведений республики. По итогам конкурса на сайте колледжа опубликованы лучшие методические разработки педагогов республики. В целях увековечения имени Ильи Егоровича Винокурова Управлением образования Намского улуса разработаны совместные планы деятельности с Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, с Хатынарынским историко-краеведческим музеем имени Ильи Егоровича Винокурова и Музеем истории государственности Республики Саха-Якутия имени Максима Кировича Аммосова. В течение года была организована большая работа по просветительской и исследовательской деятельности школьников. Проведены тематические экскурсии, музейные уроки, посещение Хатынарынского историко-краеведческого музея и виртуального музея имени Ильи Егоровича Винокурова. Всего охвачено 8231 учащиеся. 25 января 2021 года проведен единый день, посвященный 125-летию Ильи Егоровича Винокурова. В рамках единого дня проведены классные часы, тематические выставки, викторины, конкурсы рисунков, тематическая подборка книг о жизни и деятельности Ильи Винокурова, медиаурок «Нарокка Анаммут Олох», видеообзор книг о Илье Егоровиче Винокурове, выпущенных в разные годы, видеообзор статей из сборников о деятельности Ильи Винокурова, конкурс чтецов,
Всего на этом мероприятии участвовали 12 улусов республики, проведено мероприятий всего 774, охват учащихся 112 404, педагогов 1930, родителей 991. 22 апреля состоялось торжественное открытие республиканских винокуровских чтений в онлайн-формате. Приняли участие 192 участника из Намского, Верхнеколымского, Устьянского, Оленёкского, Нюрбинского, Эвено-Батантайского, Вилюйского, Чурапчинского, Амгинского, Среднеколымского, Томпонского, Горного, Верхоянского, Хангаласского улусов и поселков Марха, Хатаса и города Якутска. В том числе 87 работ на лучшую исследовательскую работу, 10 школьных команд в дебатах «Лучшая детская организация», 75 участников в конкурсе ораторского мастерства среди юношей «Аман-Өсь». 10 декабря на базе Хатынгарынской средней общеобразовательной школы имени Ильи Винокурова проведен республиканский семинар «Создание ситуации успеха» на примере детской организации «Ылдя Чаттара». Педагоги и учителя Хатынгарынской средней школы показали открытые занятия и уроки, поделились опытом воспитательной работы. Семинар посетили более 100 человек не только из улусов республики, но и Московской области, Карелии и города Владивосток. Проведен капитальный ремонт здания Хатынарынской средней общеобразовательной школы имени Ильи Егоровича Винокурова на сумму 16 миллионов рублей. Работы проведены по обновлению вентиляции, санузла, электрохозяйства, ограждения и внутренней отделки здания. Также школа в 2021 году получила новый автобус «Спас», и в 2022 году по проекту «Цифровая образовательная среда» будут обновлены кабинеты. По национальному проекту «Демография» возведено свайное поле под строительство детского сада на 35 мест в селе Кысыл-деревня. Ввод объекта планируется в 2022 году. Завершен ремонт объектов лагеря труда и отдыха «Сагарга». В 2021 году совместно с Министерством сельского хозяйства республики и Республиканским оргкомитетом разработан и утвержден отдельный план смета расходов юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию Ильи Винокурова. В сфере сельского хозяйства проведены следующие мероприятия. По пункту строительства и модернизации производственного комплекса открылись цеха по переработке мясной продукции в селе Никольцы и в селе Намцы сельскохозяйственный потребительский кооператив «Янда». По пункту строительства и модернизации коровников введены новые коровники на 100 мест в селе Тумул СХПК Саха, в селе Кысыл-Сыр СХПК Ильга-Хотун и в селе Иргелек государственное казенное учреждение Якутский скот. Реконструирован коровник на 100 мест в селе Столбы крестьянского фермерского хозяйства Парников. По пункту развития тепличного хозяйства проведены работы по организации участия в конкурсной программе «Агростартап». В результате проведения совместных работ добились результата получения гранта 2 хозяйств на строительство теплых теплиц ИП «Крестьянское фермерское хозяйство» Семенова Наталья Дмитриевна и индивидуальный предприниматель крестьянского фермерского хозяйства Гаврилева Евдокия Степановна. По линии спорта с 3 по 6 июня в Намском улусе был проведен чемпионат Республики Саха-Якутия по стрельбе из традиционного лука, где приняли участие 161 участник из 22 команд республики. Команда Намского улуса заняла почетное 2 место в общекомандном зачете. В ноябре 2021 года в Хатынгарынском наследии был открыт спортивный клуб по масс-рестлингу «Хатан» имени Ильи Егоровича Винокурова. В год 125-летия Ильи Егоровича Винокурова по инициативе землячества НАМ в столице республики окружной администрации города Якутск принято решение по переименованию автобусной остановки 17-я школа на остановку сквер имени Ильи Егоровича Винокурова. Утвержден эскизный проект сквера «Благодарность народа», в котором будет установлена сергия высотой 4 метра и менгетаз из искусственного камня с текстом благословения Алексея Кулаковского. Автор проекта архитектор Георгий Горохов, скульптор Ильян Павлов. В селе Намцы проведены работы по благоустройству сквера имени Ильи Егоровича Винокурова. Высажены деревья, кустарники, заменены баннер и металлическая конструкция. Также проведен капитальный ремонт и обустройство улицы Ильи Винокурова в селе Намцы. В Хатынгарынском наследии проведен ремонт улицы Ильи Винокурова покрытием щебеночной песчаной смесью. Протяженность составляет около 2 километров. По республиканской программе «Программа поддержки местных инициатив» проведены работы по освещению улиц Ильи Винокурова и Дмитрия Носкова в селе Аппаны, улица Графа Игнатьева в селе Графский берег.
С Оленёкско-Венкийского национального района доставлен камень для установки мемориала Менятас на месте рождения Ильи Винокурова в местности Ойогосары, Хатынгарынского наслега. Открытие мемориала намечено на март 2022 года. По направлению модернизации первичного звена национального проекта здравоохранения включено строительство нового здания врачебной амбулатории в селе Апаны. По национальному проекту «Культура» завершилось строительство здания Центра культуры в селе Апаны на 180 мест. Общая стоимость проекта составляет более 150 миллионов рублей. Совместно с Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия разработана концепция открытия круглогодичного республиканского научно-образовательного лагеря в селе Тумол Намского улуса на базе Намского техникума. Начата разработка проектно-сметной документации. Министерством экологии и природопользования и лесного хозяйства республики подана федеральная заявка на реконструкцию гидротехнического сооружения АЗС номер 5 Графский берег, Кызыл-деревня. Планируемое начало работ на 2023-2024 годы. Проведены работы по реконструкции и благоустройству скверов Ильи Егоровича Винокурова в селах Намцы и Апаны. В апреле 2021 года была проведена конференция по увековечиванию памяти Ильи Винокурова с участием представителей Оленёкского, Вилюйского, Усьянского, Таттинского, Чураптинского и Булунского улусов. Совместно с Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия был разработан и исполнен единый медиаплан. Проведены различные ток-шоу, пресс-подходы и другие мероприятия. В кинотеатре Сарданга состоялась премьера документального фильма «А как же доброе имя Илья Винокуров?». Фильм снят по заказу Министерства культуры и духовного развития Республики и реализован при помощи Академии духовности Республики Саха-Якутия. Автор сценария, продюсер фильма Евдокия Избекова, режиссер Галина Раевская и съемочная группа проделали огромную работу. Роль Ильи Винокурова сыграл заслуженный артист Республики Саха-Якутия Кирилл Семенов. Главная цель фильма – попытка донести до сегодняшней молодежи важность знания и понимания главных устоев государственности. Честность и преданность своему народу всегда были мерилом их добропорядочности и компетентности. Бескорыстное служение интересам многонационального народа республики, беспредельная преданность делу – вот тот бесценный урок, который мы извлекаем, изучая жизнь и деятельность Ильи Егоровича Винокурова. Имя выдающегося сына якутского народа, видного государственного и политического деятеля республики, истинного патриота, интернационалиста, навечно остается в сердцах благодарных потомков. Проведение юбилейных мероприятий, посвященных Илье Егоровичу Винокурову, предназначено не только для того, чтобы помнили о его заслугах перед Якутией, сколько для того, чтобы у молодого поколения были ориентиры беззаветного служения своему народу, своей стране. Намулуга муниципальной теренлей бағылығар Юрий Никентьевич Слепцовка. Добрый день, уважаемый Валерий Ильич, уважаемый участник сегодняшнего совещания, юбилейного мероприятия по закрытию юбилея Ильи Егоровича Винокурова, 125-летие. Остался еще один год, юбилейный год Ильи Егоровича Винокурова. В прошлом году, как мы сейчас видели, проведены различные мероприятия, большие работы по увековечиванию нашего земляка, выдающегося государственного политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова. Сегодня мы видели премьеру фильма. Фильм нам показал стороны Ильи Егоровича Винокурова, которые, такие как патриотизм, как любовь к своему народу, как можно прожить свою жизнь, что потом, как сказал Павел Корчагин, не было будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Илья Егорович Винокуров
Но я сейчас не буду рассказывать, мы все знаем, ну, по крайней мере, я думаю, сидящие здесь все знают, кто такой Илья Григорьевич Винокуров, какую роль он играет в жизни нашей республики, народа Саха. Ну, я хочу остановиться на моментах, которые, по моему мнению, пока еще не раскрыты в полном объеме. И про деятельность в этих направлениях Ильи Григорьевича Винокурова мы очень плохо пока знаем. В первую очередь это зарождение науки, становление организации и проведения первых экспедиций. Илья Григорьевич сыграл очень большую роль. Во время войны он вышел инициативой, что в Якутию отправили экспедицию по изучению месторождений алмазов, золота, куксующего угля, соды и так далее. И во время войны, я подчеркиваю, на территории республики были развернуты большие геолого-разведочные работы. Илья Григорьевич большую роль сыграл в строительстве Валуйской ГЭС. Про это тоже мы не очень мы знаем не в полном объеме. Самое главное, я думаю, многие со мной согласятся, Илья Егорович, если сказать современными словами, большую роль сыграл в развитии семейной экономики, поддержки семьи, каждой семьи народа Саха. Во время голода, во время войны поддержка семейной экономики спасло очень многих людей от голодной смерти. Эта проблема, кстати, актуальна и сейчас, в настоящее время. Будучи первым секретарем Якутского обкома, Илья Григорьевич Винокуров первым тоже инициировал открытие пединститута в городе Якутске. Строительство общежитий для студентов и преподавателей. Так началось поступательное движение открытия университета, Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова. Мы все знаем, Илья Григорьевич Винокуров очень большую роль сыграл и постоянно поддерживал наших работников культуры, начинающих наших композиторов, музыкантов и так далее. Даже в свое время он даже оказал от имени республики студентам, обучающимся в городе Москве, продуктовым набором, помощь продуктовыми наборами и так далее. Выдавал карточки для питания и так далее. И это, как вспоминает Захар Порфирьевич Винокуров, тоже наш земляк, помогло многим студентам закончить учебу в эти трудные времена. Илья Григорьевич Винокуров был народным руководителем. Он очень много встречался с народом, говорил с людьми, интересовался жизнью обычных сельчан. И сейчас, я думаю, нам надо как брать пример Ильи Григорьевича Винокурова и работать в таком же стиле, проводить такие же встречи постоянно с населением, с людьми, слушать мнение людей. Вот, я выражаю благодарность нашему главе республики Асену Сергеевичу Николаеву, правительству нашей республики, нашим депутатам Ультимен, составу Республиканского организационного комитета, главам муниципального образования, общественности республики, нашим землякам, проживающим в городе Якутске, общественной организации «Намтунсю», родственникам Ильи Григорьевича Винокурова, лично Валерию Ильичу Винокурову за ту совместную работу, которую мы провели
юбилейный год Ильи Егоровича Винокурова. Юбилейный год прошел, но мы должны продолжить работу по изучению жизни и деятельности, по увековечению нашего земляка, завершить еще не завершенные направления работы. Вот, незавершенные пункты нашего плана, такие как строительство гидротехнического сооружения АЗС Графский берег деревня. Это гидротехническое сооружение играет очень большую роль в выводе наших населенных пунктов зон подтопления и затопления. Сейчас вот начата работа Министерства здравоохранения по разработке проектно-сметной документации медицинского комплекса на 80 посещений села Намсы. В этом году мы должны завершить проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы. В этом году мы должны начать и завершить уже подрядчик известен, контракт подписан, строительство врачебной амбулатории села Апаны. Мы должны завершить капитальный ремонт музея имени Ильи Егоровича Винокурова. С Министерством образования у нас тесно идет работа по реализации проекта республиканского круглогодичного научно-образовательного центра в селе Тумол Намского улуса на базе Намского техникума. Я думаю, мы совместными усилиями этот проект доведем до логического завершения, и центр будет работать. Роль Ильи Егоровича Винокурова в развитии экономики, повышение социального уровня жизни простого народа, сохранение национальной интеллигенции, культуры, здравоохранения и образования трудно переоценить. Его знания, умения, методы ведения хозяйства служат достойным примером для нашего поколения. И мы должны их, нынешние руководители, должны их взять на вооружение. Жизненный путь Ильи Егоровича Винокурова был нелегким. Но жизненный путь Ильи Егоровича – это путь настоящего народного руководителя, патриота, интернационалиста, выдающегося сына якутского народа. Спасибо за внимание. За вклад в организации и проведение года выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова в Намском улусе почетным знаком за вклад в развитие муниципального образования Намский улус награждается Владимиров Афанасий Семенович. Почетным знаком за вклад в развитие муниципального образования Намский улус награждается Валерий Ильич Винокуров, сын Ильи Егоровича Винокурова. Почетным знаком за вклад в развитие муниципального образования Намский улус награждается Анастасия Григорьевна Корякина, почетный работник общего образования Российской Федерации.
Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский улус награждается Сергей Васильевич Местников, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Благодарственным письмом награждается Николай Николаевич Захаров, руководитель отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, Департамента по вопросам местного самоуправления, администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия. Почетной грамотой главы муниципального образования Намский улус награждается Гаврил Гаврилевич Местников, председатель общественного объединения Нам-Тюмсю. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский улус награждается Анна Николаевна Зверева, народный художник Республики Саха-Якутия. Благодарственным письмом награждается Илья Петрович Гылыков, внук Ильи Егоровича Винокурова. Почетной грамотой главы муниципального образования Намский улус награждается Антонина Борисовна Винокурова, председатель Государственного комитета по ценовой политике, куратор Намского улуса. Почетной грамотой награждается Юрий Степанович Куприянов, министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Почетной грамотой награждается Александр Тарасович Никифоров, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Копир Техсервис». Почетной грамотой награждается Иван Дмитриевич Наговицын, глава муниципального образования Хатынарынский наслег. Почетной грамотой награждается Нюргуяна Герасимовна Романова, шеф-редактор национальной вещательной компании «Саха», Намский филиал. Почетной грамотой награждается Надежда Дмитриевна Сивцева, ведущий специалист администрации муниципального образования Хатынарынский наслег. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский улус награждается
Анна Ефимовна Васильева, учитель русского языка и литературы Хатынарынской средней общеобразовательной школы имени Ильи Винокурова, руководитель группы чтецов юношей Чагылыс. Күнді ылжыттарға делир сорным олон атнаны опера балет государственной театрыны сүріндір салиха. Российская Федерация театральный деятельдерін түмсүйлерін чилене Саха Республикатыны үтөлі артыға, Саха Республикатын народной артыға, народтар эккерділарнағы онна бүтін Россиядағы күрәқтар лауреаттара Александр Емельянов, Афанасий Гуринов, Арчалан тыллара, Алексей Калининскай, Лунха Алексей Мелодета, Элиеде Беккем Энаккар. Элиеде Беккем Энаккар долгуя истеби Исаха итименiyette Yedi bitirde bitiyeridi Сергей Семенов тыллара, Жол Сандара Мелодета, Күрегей. Sargılaksa astili, sayaga sar serda, saytının
Сақала күн отын сандарда Игіске бітеді әргей әспәті Күн ай саскылы чағыл күн сандарды Айылға манила қарима қатыңа астына Doğuya sikkerge sapsında Jol üner günüger Gökhallan yorulgar Gögülge Göçüyer küregey Ullada Gögülge Göçüyer Çege yağada sili talarda Kerget illencer gelgen anyada İgüske bitüete hergeye esmedi Yörünyen sürek bintiğiye depterde Sikkerge sapsınna Jolüner günüge Gökhallan yurgar Gögülge Göçüyer küregey Illada Gögülge Göçüyer Gökhallan yorulgar Gögülge Göçüyer küregey Illada Gögülge Göçüyer küregey Illada Göçüyer Эгини эгерделете сорнамаллон атнаны операвына балет государственный театрын сүрүнүр салиха. Народтар экертларнагы онны бүтүн Россияда күрәктәр лауреаттара Саха Республикадан народный артиха Александр Емельянов. Эгерделерге тыл бериллер Саха Республикатының культуратын министригер қатыңарын эхлеген бачотта олықтағыр Юрий Степанович Куприяновка. Үтө күнінен күнді манна бұстығыт таварыстар бүгінгі тәрәхін күттілақтара, нәхелек бағылықтара. Барғытын бүгінгі өрігөй күнінен істігінеге қардылияқпын барамын. Оны үджай көріс бені құрап, бұл юбилейдақ тәрәхінің
түмүктүр телиле беги культура бу дыбар эгер бобутнан бары өсө дөгөл үйренмет ыдыстаны кайын. Иле көрөс мене курап атар колора ататыргар онна терехин бары колора пундаран толорор атыр болакана бүгүн үлага келбит апаны келбит культура дете бир хамай үддүк тахамнак болар деймин. Онна колора бегир республикасынан билинги кемге тутулубут культура делеригер улус киндерин кытта теннебе болакана хамай элбах местелек хамай улахан тоны тергерле самай крахевай диханебин. Сөбүле хатты. Ну бара. Халкы туту баран хер бар мантын отты клубтар келияқтара кенеммен араха ариетде болу ол курду бу клуб обедейсе клуб үлеттере дорес теханана болады культура бара үлеттере көрдөхөннөр бу манны курду от тура буттара бу маннык бияга театрдагара баалар хорок театрга бар хоктор болсу онон баргытер мактаныкын барабын каз бидиги манна бетин санатын олокко келерен дизайн проектер кытта кыттан от көз каннай ыянарыгар каз бидир күрүчөк манна хите тутулар гене келе дип боламын Ари атын эдем антан клуб. Дорес ото билген олох атын Сергей Калби көрдүк. От көз барта янан олаттар үе микшергелер оттар тарбактарынан баттылар бакалар ол автомат турарамандан бары зал диги көрөнөр олор. Ондук болта по билген саңа идде билбегеннен барта автомат от бете отак программанан үлели турар. Фонограмма туродактан төмен такпатакман аны программанан. Юристи банастыда колбамия. Бар келепо со билген телефонун игтен бебен агадда тылы онна манна бар көрдүк кананабын. Өссө кәтәһебет манна кәннебитер улахан экран келекте. Айнан я. Границаны хава миспетак ватта Кытайдан туран уже беттак Новосибирскка келби булакта, ходыры күннәргә манна келекте да юреңез. Онон аңа дөрес ахылды бутнан барагытын өссө төгүләгә делияппын барабын. Бу 2-нче 10 лакама. Аңа жылга юрин кетиш манна паны глобалы дигән мин ингран турыр. Мен ол билем ати уркуйда администрация дебен. Юрист баш керен көрөр бияка паныга клуб сок. Тукенер клуб охидел бактым, моны колкомен көрөр, жон кайдак саңа жылы көсөрөйден. Манна келем марама, манна культурно-спортивный комплекс, спортзалга. Онно клуб саңа жылы лан турабыт, онно эрге саңа жылы. Хүрдө аштыңнек, жон бодо келбит, арай олох бияка хорор проблема бар болчу. Вот улахан муньяктарга залга толуруп болар кене, жону бартын көрдөһөн агаламатты, япкаден главала билелере болду, вот. Сүз бүрген түтүк бар болта, онтан таханан келбиттер мактал деп. Онно орай клуб тоустолору, чисто орай келбиттер. Арай зонанан ыры тоюк, коды хүрү көтү кайдакты кайдан манда келге клуб ойнен. Вопрос туран беге о время председатель Галина Кенте Данчикова Юрий Кенчтин кирен туросаммыт. Ол ыллагата 5 ыллагата манда клуб тутабыттен 10 миллионнак проект тутулдан бегергетилен бюджетке кирен тур. Олок тетимдер анайдар 2-нче 16 качы тийбеде. Бюджет бит токтан быта. Клуб тутулду вакыт турбута, оны билинги беги спикер бет Алексей Ильич Еремеев сылай турорсан. Депутат күстә ханатынан литенрек өтөгөн 1 миллион хылай көддөрөн испите. Тутуттан спектан таквакконан бары күрөстөн Антон культура национальный проектка бары кытты хаммыт. Лакелермет проблема солдап саңа председатель болан Иливаттан манна республика колора үйлерер болакына 3 кимит бирин федеральный бюджет киден турар. 3 кимит китин беги республика бет качта болдан турар. Онон бу барага дие үлага килбите барыбыт өрүп болар. Барыбытын колбагын онна каз биди билген национальный проектка турурар бу простора качытын эре бартын орон жерне тутахан ген болбадака төхө жон астанары төхө жон онна хыджары онна бу бете килбит объект жону итиге жону культуралак боларга эндеке кескеллак эдер чапытын итерге төхө тухалага ден сынаны турурар болдар. Колора бир республикадан бей клубтар битигар, беге библиотекалар битигар, беге бары учреждение битер хыджар жонаксаны аспыт жылга 15 миллион тагысты тикси бит. Ол курдук онна бу апаны клубугар механа бар мен хаңаттан агыга төхө манна токтолу хок жон келеден библиотека клуб тухалак онна нарлак эге болоден эренебин тоожада кана жон санатын түмер бүгүн колбора бу пандемияны хебестен нехиленинин бакалор өтө юрүңөз. Атак бу нехиленяга ден дигнакти тон этергеле ытыстанылак кен концертдах оны юрүнкен тез иккини бидде орары бени артисттер барын агалан бисте. Аны билин сөңөрө олор. 400 жыл Америкалардан 400 жыл уже артисттер бар калебет юрүнкен тез онон же апанылар баягат күчтө концерт бөлөмдөрүн классический маннато бин намулуга барда мустара болот. Келемет өсө дөгүл нехиленини кытта ытыстаганан каз биди культура кетер өрө такыбы жону өйөн өсө дөгүл бу клуб ана үлүтүн агас болоден дворец көрдөгөр үтүн кен тутта хадияк биттен
Ondan beğeni manna kelehcer kültürel öğretler bari büyüğü düşbet kartıskavıtın, yürüyü sanatın, beğeni sakalı omar bu dizaynı çeteyten bartın Россия культура ден порталга таharamıt Kultura nasyonalne proyekt John sanatın tümer kinleri üyerder on örütün yürü algıstahıdderden derdiyakbetten erinlerevin maktal. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» награждается Лена Михайловна Колпашникова, руководитель студии муниципального бюджетного учреждения «Звукостудия» Хатынчан Хатын-Арынского наслега Намского улуса. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия благодарность министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия объявляется Петру Спиридоновичу Машникову, художнику-оформителю Центра народного творчества Чорон, села Апаны Хатынарынского наслега. Эгер делирге тыл береллер Саха Республикатыны правительствотын председателин сол буячатыгар Сергей Васильевич Местниковка. Күндү намалуғын жоғын маны жонна әркеті, атыңыры нехилеген атық маны олықтақтыра, бүгінгі үріләқ түбән күттілақтыра, барығытын әйгідіне Саха Республикатын бұрығыдысына аттан ұнна тұз бәйім апыттан Илей көріш вені құрап, үлейдәқ қылғарана мұттәрәхіндер үрдік тағымнақтық ұтылығыттарынан, онына бүгінгі үріләқ Нұрот арайынтын кейіне үлаға кейбетінен едетесіндік әғады дейтін көңілі. Бұл Илей көріш вені құрап, бейгер сүңгі бұд бір бөдің государственный общественный деятель Үлейді қылғыран ұтылы бұд тәрәхіндер хамай хөптөқтік, онына кейін қылағыннақты күтілінілер. Ол күрдік бұл аңырдас үлей әрі тәрәхіні бол баққа, кәдер көлінеға үтчаққа, чолан оғылырға. Бұл бейге хұчылақ кейбет халаятчы бұд, үлелен қабыт, қалыр бұд, үлетін. Айнылақ олығын тұғынан кәпсір сырдатар, онына инникетін бейге үтчақтар бұд, оғылыр бұд. Бұл илер көріш вені құрап күрдік, дойдытуғар бәрініләқ, қандадағына, қағандағына, қанды түтігенлерге түбестер, ырыттар үлләтер, құрутын, төрәбіт ұлығын нәхилеген онда республикатын чейхин сетихиләқті көмішке ұртынларды. Онан нам ұлығын лақтақтырын әйгіне бары бұд тәрәхінеге көқтақты күтті бұкетінен идейісінек әғірдәлейбін. Онтан культура кейіне тұтылдан кейдейті чоғылан нәхилекке тұхерегер тұтылдан кейдейтеген хүрдәқ ұлыған сетихи үйрі көтүй болар. Ол күрдік Бехи Республикабытыгар білергі күрдік арас қайысқанан национальный проекттар олыға кейде тұралар. Онтан бейдестерінен ордық сытыйтық онына көқтөқтік кейде тұрар национальный проект, культура национальный проекті болар. Ол чәрчетінен кенеге кемдерге үрдәқ әлбәқ лехелектерге, ұлыстарға чоғылан тұхердерігер. Хуманлық топсағай бұғылақ, майғылақ культура жете, культура кейінері, нұрот айынтын кейінері тұтылдан олыққа кейділер. Ол күрдік бұлырын Республика Илдар қана бәйтін тұс сордағынан тұтылды бұд, оны тұтылдан лоқ кейд біт намылуғығар, мән қаласылуғығар, майя хеленентігер қодылу батынан культура кейіне. Бұл аспыт өрігілге әрәбіхеге ұсадандығығар барағыңға Василий Васильевич Никибрап күлімнер атынан культура да бар еді. Байыл нам ұлығығар, нам хеленентігер Максим Кирилович атынан культура да бар еді, тұтылдан кейдені. Оны тәңе бұлырын бүлі қоратығар, Маржыр қоқатынан культура да бар еға. Байыл тұтылда тұрар бүлі ұлығығар, тағағар нәхелегер культура дейті. Оны тәңгер үйәға қалымаға тұтылдан кейлбет культура, оны спортивна кейін. Хеті күрді кейі аған сеппетті болан барда бұманлық
культура, мото духовный сынылан жете тыгеригер тыжонугар. Этини хама хептек онна инникитер кескиллек жылы оларын бары бихиге өйдүбүт онна өйдүк тустатып. Отчогондар бихиге народ быгытнан симелибекке бейбит культура бутын түрүт үгеспитин тылбытын өспүтүн илжа-хылжан инникитин көлүнөгө кирердер кыртакпыт. Бу билинге тутулган кирер аныгы культура киндере аңардас сыгына онна көрөр саалар болбакка элбек кайысканан теңгел үлгүр кыртактыр. О курдук үнкү ыры тоюк народ айымтын кийне народ мастардара үлелир постора каз бирди нехелек олохтого бейтин таланын толору кыктак толору арыяр кыгы берер кийне тутулалар. Онон мантан ылата бигеринебин бу катын ыры нехелеген олохтоктора хүддак көктөк онна активный жон херге бу же куру жонгак бу сынага чап уллан туйден бейтин таланын толору арыян улуска нехилекке республикага онна андайдуга кыгын арыя тините турдун ден багаһа. Күндү намулухун лохтоктора бу быйылгы былырынгы хылынан эре юбилейда хыллар түмүктенметтер манан эре мугурданматтар биһиги быйыл республика 100 сылын автономият өттөмүтүн юбилейдери олору. Ону теңе улучулак кебит Максим Кириллович Амосов эге меди быйлакыт юбилейда 105 сылын эми үдүк тахамнактык белетери оңостон кылды. Онан бары намулухун лохтоктора эре болбакка республика жона хергете бу терехенерге көктөктүк кыттыкайын республика бутын инникитин анын солун арыян аттатан туракайын ден аңырабы. Волгомтага тейин бай болот. Сертификат на пошив костюмов на сумму 100 тысяч рублей вручается муниципальному бюджетному учреждению Центр народного творчества Чоран, муниципального образования Хатынарынский наслед Намского улуса Республики Саха-Якутия. Директор Саргылана Даниловна Пономарева. Сынаға көрсүң, Илья Егорович Винокуров сылын чарчетінен ұтылыбыт, республикатағы мелодистер конкурстарын кайылаға, Саха республикатыны туйгуна Афанасий Татаринов, Василий Ушницкай секей тыллара, Афанасий Татаринов мелодията, ыллық ылджа туғынан. Сүйдіки әрікен ол бұт, сақауы серен сайдар солын. Сағақтарын арый бұта, кескелі бітін түсте біте. Ұллақыры жере хите, тойоқыры дора хита. Наммы түйте, атығар ұллақылжа туғынан. Амуаптақ ойын ұскай, олықтырын салға бұта. Қоргуюттан, бұстар солтан, қоту сері бұға бұта. Ұллақыры жері хите, тойоқыры дора хита. Наммы түте, атығар ұллақылжа туғынан.
Tökihi eyde büle üyelerge umnullu bak. Sulus bolan sirden aspık suala ihe sotullu bak. Allah kere yere hite toyo kere dora hita namıt üte atıgar Allah kılca tuhunam Allah kere yere hite toyo kere dora hita namıt üte atıgar Allah kılca tuhunam Allah kılca tuhunam Allah kılca tuhunam. Саха Республикатының культуратын тойгуна Афанасий Татаринов. Ягыр делерге тыл береллер, хатын арын әхелеге муниципальный терелли бағылыгар Иван Дмитриевич Наговицынға. Үтө күннен умасты буллах, өріләк тәрәйін бары кыттылақтара. Добрый день, уважаемые участники торжественного совещания. Нас не только видят вот здесь, вот у нас сейчас проходит трансляция по YouTube каналу и по Zoom, по ВКС. Нас смотрят из многих уголков не только нашей страны, но и мира. Нас смотрят родственники Ильи Егоровича, поэтому разрешите мне продолжить свое выступление на русском языке. В рамках юбилейных мероприятий года, посвященных 125-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Ильи Егоровича Винокурова, проведена огромная работа. Несмотря на пандемию, несмотря на все ограничения, большинство пунктов реализовано или включены в планы на ближайшей перспективе. Только в нашем наследии, Хатын-Рынском наследии, проложено начало строительства 3 социальных объектов. Отремонтирована школа и дорога. Вот сегодня мы находимся в замечательном зале Дома культуры, без которого мы жили более 15 лет. Но я хотел бы сегодня акцентировать внимание на духовном составляющем этих мероприятий. Бескорыстное служение интересам своего народа, республики, беспредельная преданность делу – вот тот бесценный урок, который мы извлекаем, изучая жизнь и деятельность Ильи Егоровича Винокурова. Сегодняшнее поколение должно понимать, что в каких бы тяжелейших условиях и обстоятельствах человек не находился, он должен взять ответственность и повести за собой других людей ради светлого будущего. И что у народа есть сыновья, которые в самые решающие судьбоносные моменты появятся как былинные богатыри и защитят свой народ. А также, как бы ни сложились обстоятельства, как бы ни заклеймили имя человека, со временем правда и справедливость все равно восторжествуют. Что народ не забывает добро и заботу, которые его сыновья несли ему, порой жертвуя своими судьбами и судьбами своих близких. С волнением на сердце и с великой радостью выражаю от имени жителей Наслега искреннюю благодарность всем тем, кто работал над реализацией плана юбилейных мероприятий. Многие из них вот сидят на этом зале, многие смотрят через YouTube канал или прямую трансляцию. Мы выражаем вам сердечную благодарность, говорим вам большое спасибо. Огромное спасибо за то, что вы сделали все возможное, чтобы увековечить память выдающегося сына народа Саха Ильи Егоровича Винокурова. Спасибо. За активное участие в проведении юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию выдающегося государственного,
политического деятеля Ильи Егоровича Винокурова памятным знаком администрации муниципального образования Хатын-Арынский наслег награждается Сергей Васильевич Местников, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Также памятным знаком награждается Галина Иннокентьевна Данчикова, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Памятный знак вручается Юрию Степановичу Куприянову, министру культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Памятный знак вручается Валерию Ильичу Винокурову, сыну Ильи Егоровича Винокурова. Памятный знак вручается Афанасию Семеновичу Владимирову. Памятный знак вручается Юрию Иннокентьевичу Слепцову, главе муниципального образования Намский Улус. Почетная грамота главы муниципального образования Хатын-Арынский наслег вручается Евдокии Игнатьевне Избековой. Слово предоставляется участнику 14-й советской антарктической экспедиции, пилоту первого класса, отличнику аэрофлота, ветерану авиации Якутии, кавалеру Ордена Трудовой Доблести, сыну Ильи Егоровича Винокурова Валерию Ильичу Винокурову. Уважаемые участники этого памятного и для меня очень волнительного мероприятия нашего торжественного собрания. Дорогие земляки, все те, кто видит нас сейчас тем или иным способом, и те, кто здесь присутствует. Во-первых, прежде всего, мне хотелось бы поздравить жителей села Апан, Хатын-Арынского наслега с этой обновкой, с этим замечательным зданием. Это нам трудно оценить, нам, тут не живущим, а гостям вашим, конечно, трудно оценить ваше состояние от того здания, которое вы получили, современное, красивое, объемное, и наверняка очень функциональная, потому что много дополнительных помещений. Мы очень рады за вас. И, конечно, вдвойне приятно чувствовать, что и здесь маленькая толика, конечно, есть от имени нашего отца Ильи Егорыча, потому что это так, на самом деле. Вот. Далеко не каждый наслег может похвастаться таким прекрасным центром культуры. — 125 лет уже закончилось. 1 января этого года Илье Егорычу исполнилось 126 лет. Начиная практически все это время, очень долгие годы, земляки Ильи Егорыча
жители Намского Улуса, тогда еще он был районом, всегда отмечали, особенно юбилейные даты рождения нашего отца. А с 1996 года эта дата, первая дата столетия, начала отмечаться на уровне всей нашей республики. Значит, я коротко, постараюсь коротко, но очень много хочется сказать. Значит, благодаря кропотливому и пытливому уму, впоследствии доктора исторических наук Егора Егорыча Алексеева, как он рассказывал, что он именем Ильи Егорыча заинтересовался в студенческие годы. Много ходил по архивам, по библиотекам, выбирал для себя это. И вот, собрав этот объемный материал, в 1996 году, к столетию Ильи Егорыча, он принес его и выложил Михаилу Ефимовичу. Михаил Ефимович познакомился с ним, и как впоследствии при нашем личном разговоре он сказал: я только тогда впервые узнал и оценил этого человека. Ну и еще он сказал, что, конечно, этого человека надо еще изучать слишком мало мы о нем знаем. Ну и действительно жизнь показывает, что так оно и было, поскольку в момент столетия, после столетия и сейчас 125-летия появилось очень много материалов, открывающих нам свет на деятельность Ильи Егорыча. В основном людская благодарность и память чтит Илью Егорыча за то, что он в голодные годы спас весь наш народ от голода, от вымирания. Потом он боролся за свое честное имя, за честное имя нашей интеллигенции, отстаивая в те трудные и опасные годы, идя вопреки воле бюро обкома, членов обкома, выходя на Центральный комитет, и это ему удалось. И сейчас те люди, имя которых он отстаивал, для всей республики является гордостью, как три писателя-реалисты, как наша научная интеллигенция, в лице вот непосредственно Башарина, там же были и Мординов, и Сафронов, и так далее. Этот год 125-летия, конечно, тоже можно отметить, что с каждым годом он отмечается шире и шире. И если в начале винокуровские чтения регулярно проводились в Хатанарынской средней школе, вот, на которых в первые годы я тоже активно принимал участие, вот, то в этом году я не мог даже никогда себе представить, винокуровский диктант писали все учащиеся нашей республики. Это говорит о том, насколько большое внимание подрастающему поколению, его воспитанию, привитию патриотизма уделяет руководство нашей республики и наше правительство. Все эти годы, ну, во-первых, вернусь к тому же, что хочется сказать искренне, наша, можно сказать, винокуровская благодарность всем землякам, жителям Намского Улуса за ихную память. А отдельно хочется сказать тем людям, которые постоянно работают, которые постоянно растят молодое поколение. Это длительные годы проработавший
директора Хатынарыцкой средней школы Дмитрий Иванович Наговицын. Вот. Его воспитанников вы сегодня слышали и видели, и это будет продолжаться. Дети растут, сменяют друг друга. Это Инамский колледж имени Ильи Егорыча Винокурова. Елена Вячеславовна тоже здесь присутствует, за что им, всему коллективу, огромное спасибо. Вот сколько я тут и со своей родней бываю очень часто, сколько мы тут бываем, ну, я уже практически, мы стали как родными с Юрием Иннокентичем, который всегда активно проводит вот эту поддержку. Затрудняюсь даже сказать, но оно все это понятно. Наш человек, который постоянно популяризирует фамилию Винокурова. Мы видим, как развивается не только это, построили центр этот, но и как развивается весь Улус, как развивается наслед, становится все краше и краше. Это говорит, конечно, о том, какая большая работа проводится главой Улуса и главой наследа. Хочется отметить, конечно, и один из примечательных пунктов в селе Апаны – это музей Ильи Егорыча, директором которого Афанасий Христофорович Христофоров. Он настолько влился, слился с личностью Илья Егорыча, настолько он постоянно, насколько я знаю, и все глубже и глубже копает, изучает. И открою вам маленький секрет, что он уже настолько сроднился с Ильей Егорычем, что он разговаривает с портретом Ильи Егорыча, который висит, советуется с ним и так далее. Это один раз он мне по секрету сказал, что вот сегодня он мне подмигнул совсем по-другому. Вот. Значит, я делаю правильно это. Ну, конечно, для нас это приятно. Все вы знаете, что у Ильи Егорыча богатая история. Это неоднократно писалось в книгах, рассказывалось. Ну, я на это, наверное, будет правильно, если я на это не буду отвлекаться. Как правило, самая закрытая сторона для людей, будем говорить, посторонних, хотя и трудно их назвать посторонние, которые постоянно являются почитателем фамилии Винокурова. Вот. Это семья Ильи Егорыча. Я постараюсь коротко. Вот. Значит, у Ильи Егорыча было 5 детей. От 2 браков. Старший сын Илья Ильич. У него был он закончил педагогический институт Алматинский и всю жизнь проработал в образовании. Однако будем говорить уже последние годы, уже в возрасте, он работал инспектором Министерства просвещения и работал в горкоме партии. Как было принято в то советское время, для того, чтобы получить достойную пенсию, нужно было найти себе хорошую работу с хорошим окладом, ну тогда и пенсия будет. И вот он уехал, опять-таки, директором школы в село Колымское. И там его жизнь и окончилась. Ну и там коллектив приезжал на похороны, представители коллектива отзывались о нем как очень внимательные, они его просто полюбили. Ну, всю жизнь он провел с детьми, он и интернатом командовал в Алёкинском районе, и был учителем, преподавал несколько предметов. Вот. У него осталось
трое детей. Старшая дочка живет в Узбекистане. Вот. Средний сын Юрий Ильич сейчас живет в Москве. Ну, он тут часто бывал, он работал, шел с должности начальника отдела капитального строительства в Малороссии, работал. Вот. Младшая его дочка сейчас живет в городе Якутске и работает в фонде социального страхования. Вот. Потом следующий ребенок у Ильи Егоровича был. Это дочка Клара Ильинична. Клара Ильинична закончила в Москве Тимирязевскую академию. Там же встретила свою любовь. А любовь эта оказалась из Бурятии. Петр Галыкович Галыков. И после окончания Тимирязевки они уехали на работу в Бурятии. Проработав там много лет, основную часть своей жизни, вот, они решили, что было бы справедливо, если бы они поработают и в Якутии. И они переехали в Алекминский район, где работали в управлении, в сельхозуправлении. Вот. В основном занимались картофелеводством. Вот. Потом были на пенсии. Вот. У Клары Ильиничны тоже 3 детей. Старшая Арина Петровна, сейчас ее уже нет, кандидат технических наук. В последнее время она была доцентом в нашем университете. Вот. Сын Владимир сейчас проживает в Алекминском районе, работает в школе, преподавателем в школе. Младший сын Клары Ильиничны, вы его сегодня видели, но по своей природной скромности он не отважился выйти, говорит, расскажи ты. Это Илья Петрович Галыков. Он здесь. Он инженер-механик. Вот. Потом, это был первый брак. От второго брака первая дочка у нас Наталья Ильинична. Вот. Пользуясь достижениями современной науки и техники, будем говорить, у нас есть возможность послушать ее личное выступление из Израиля. Она сейчас живет в Израиле. Она про себя расскажет. Уважаемые гости, внимание на экран. Здравствуйте, дорогие земляки. Я дочь Ильи Егоровича Винокурова, Наталья Ильинична, мне 81 год. Родилась я в Якутске и жила там до 18 лет. Училась в Иркутском мединституте, врач. Муж мой Геннадий Давидович, тоже врач. Мы жили в Иркутске до 93-го года. Затем переехали в Израиль. Но никогда не теряли связи с Якутией. Наши старшие дети, Александр и Алла, родились в Якутском родильном доме. В то время там работала врачом моя сестра Александра Ильинична Андреева. А младший сын Борис родился в Иркутске. Здесь, в Израиле, сыновья организовали кампанию по остановке лифтов. И трудно найти новое здание, куда бы не был вложен их труд. О дедушке Ильи Егоровича дети узнавали в основном от бабушки, от нашей мамы, Трубицыной Александры Алексеевны. Каждое лето с рождения наши дети проводили у нее на даче, на Сергеляхе, вместе с детьми сестры и брата.
Мама всех любила, выращивала, помогала как могла и делом, и советом, и была с нами до 90 лет. Приезжали туда наши дети и будучи взрослыми, и в это время для них было незабываемо. Они всегда посещали Намцы, родину нашего отца. Видели домик, построенный его руками. Неоднократно были в музее. А старший сын Александр, будучи уже взрослым, работал в пожарной авиации десантником. И в 90-е годы прилетал с отрядом в Якутию на помощь на пожары. А в 2000 году они вместе с женой на машине проехали путь из Иркутска в Якутск и увидели все красоты летней Якутии. В связи с торжественным закрытием юбилейного года памяти нашего отца посмотрели мы видеоматериалы 95 года. Тогда по инициативе президента республики Михаила Ефимовича Николаева в республике впервые отмечалась эта дата, столетие со дня рождения Ильи Егоровича. На первом заседании комиссии тогда присутствовал Егор Афанасьевич Борисов, Крылова Галина Алексеевна, академик Кузьмин Вадим Романович и министр культуры Борисов Андрей Савич. Каждый из них рассказывал очень интересно об отце, о его жизни, о работе в те трудные годы. Отмечали они такие его незаурядные качества, как то, что он ставил интересы своего народа, своей республики выше своих интересов. Никогда не молчал, добивался поддержки на уровне ЦК, всегда был за честную политику, был человеком огромного гражданского мужества. В этом же 95-м году в Апанах, в школе, где много лет был бессменным директором Наговицын Дмитрий Иванович, начал создаваться музей. Инициатором и истинным его создателем была в то время Петрова Елизавета Дмитриевна. Она с большим энтузиазмом и с любовью оформляла эту маленькую комнату, следила за распорядком, всегда радовалась экскурсиям, радовалась посетителям, показывала всем свои экспонаты. А впоследствии, когда было построено новое здание музея, возглавлял его Кутяркин Виктор Гаврилович, а затем Афанасий Христофорович Христофоров. Все это время, многие годы, огромную поддержку и помощь постоянно оказывает Слепцов Юрий Иннокентьевич, глава Намского улуса. За прошедшие с той поры годы всеми этими людьми и поддержкой правительства республики сделано очень-очень много. Установлены прекрасные памятники. В Саха-театре поставлен спектакль о жизни Ильи Егоровича под руководством режиссера Борисова, где главную роль исполнял Анатолий Николаев. Мы, к сожалению, видели только небольшую часть спектакля, но впечатление огромное от проделанной работы и внешнего сходства артиста с Ильей Егоровичем. Всех добрых дел, которые сделаны за эти годы, не перечислить. Наша большая семья выражает искреннюю благодарность за память об отце. Мы гордимся отцом, дедушкой, прадедушкой и прекрасными людьми нашей родной республики. Вот. Следующим ребенком была Александра Ильинична. Впоследствии она стала Андреевой. Она закончила Якутский наш медфак. Работала так же, как и Наталья Ильинична, врачом-акушер-гинекологом. Росла по карьерной лестнице, была главврачом городского родильного дома, главврачом городской больницы, работала в горздраве. У них 2 детей с мужем Анатолием. Муж Анатолий Андреев был инженером-сантехником. У них 2 детей. Старший Валерий, его сейчас уже нету. Вот.
А младший Владимир закончил наш Якутский университет, юридический факультет. Сейчас работает кандидат юридических наук, что очень редко встречается, особенно у нас в республике. Вот, и работает в арбитражном суде. У него 7 детей, чем мы все очень гордимся. Вот. Вот. Ну и самый младший — это я. После окончания Бугурусланского летного училища я, будем говорить по знакомству, туда было не очень просто попасть, отправился на работу в полярную авиацию. Полярная авиация тогда была это настоящая полярная авиация, которая обслуживала только побережье Северного Ледовитого океана, то есть Арктику и Антарктиду. Вот. База у нас была в поселке Чельском, и оттуда я уехал. У нас звено стояло на Чукотке, на мысе Шмидта. Вот там я и начинал свою трудовую деятельность. Вот. За это время мне удалось тоже исполнить свою мечту, и я был участником 14-й советской антарктической экспедиции, это 68-69 год. Это, то есть, мне удалось поработать и на Южном полюсе. Вот. В 70-м году советская власть решила, что полярная авиация нам больше не нужна, ее нужно упразднить, и вот эту зону своей работы распределили по республикам. Чаще, ну, в частности, вот Черский, сейчас аэропорт Черский, те, кто там летает, относится к Якутскому управлению. Вот в том же 70-м году я вернулся домой, в Якутск, поработал в Магане, потом перевелся в порт, вот, и работал на самолете Як-40. Работал с большим удовольствием и с большой любовью к этому самолету. Но самолет это был как ласточка, очень милая, но прожорливая. Вот. Он был оказался очень нерентабельный, а со временем деньги начали считать. Вот. И его упразднили. А самолетов у нас 32 самолета у нас, этих Як-40 было. Поделились, часть самолетов поделились с Алданом, алданцы еще эксплуатировали. Ну, я тогда, будучи в должности замкомысский, можно сказать, злоупотребил и торжественно, так сказать, последний самый самолет из Якутска отогнал лично в Алдан. Ну, об этом я, конечно, помню. Вот. У меня 2 детей. Старшего Феликса тоже сейчас нету. От него осталась внучка, которую, я надеюсь, если не будет срывов, вы сегодня увидите. Вот. И младший сын Илья, вы его увидите. Тоже у него 2 детей. Ну, частично они сейчас сами о себе расскажут. Москву, пожалуйста. Все они живут. Здравствуйте, я Илья Винокуров, я внук Ильи Винокурова. И мы находились в Москве, на самом деле моя семья, которая здесь сейчас находится, очень чтим все, что с ним связано, потому что это, конечно, был великий человек. И надеюсь, что мы не то чтобы приблизимся к нему, но хотя бы где-то будем близко, потому что мы хотим быть такими же крутыми и великими человеками, как он. Людьми, наверное, да? Людьми. Гриша, расскажи про себя что-нибудь. Меня зовут Гриша Винокуров Ильич. Мне 15 лет, я учусь в 9 классе, и я бы хотел бы стать медиком. Меня зовут Анна, я являюсь правнучкой Ильи Егоровича Винокурова, мне 23 года. Я отучилась на журналиста, сейчас преподаю танцы маленьким детям. Мы действительно очень чтим память нашего прадеда, когда приезжаем в Якутск, всегда ездим в Намцы, ездим в музей, в школу,
Когда-то даже мы с моим дедом Валерием награждали учеников 11 класса. И, соответственно, всегда, когда приезжаем, посещаем эти места. Здравствуйте, меня зовут Арсений, полное имя Винокуров Арсений Ильич. Я правнук великого политического деятеля из Республики Якутия Илья Егорович Винокуров. Я учусь в 5 классе и занимаюсь спортом, карате. Мы благодарны всем тем людям, которые из года в год чтят память нашего прадеда Ильи Егоровича Винокурова. При поездке в Якутию мы обязательно посещаем школы имени этого великого политического деятеля. И обязательно посетим еще. До встречи! До встречи! Когда они приезжали, и мы ездили вместе в музей, они, увидев себя на фотографиях в музее, очень удивились. Они раньше из Москвы практически не выезжали. О, и мы тут, оказывается. Ну, поэтому сейчас их проще. А вот эта вот внучка, Аня, ну, она у нас все время была самая активистка. Она еще только пошла в 1 класс. Она постоянно со мной сюда ездила. Вот. И они тогда вместе с Акимовым открывали новую школу, разрезали ленточку. Она совсем хлопочкой была. Ну, сейчас вот уже закончила институт. Ну, пока в поисках ищет работу сейчас найти очень трудно. Я думаю, было бы справедливо, я чуть-чуть коротко скажу о нашей маме. Наша мама Трубицына Александра Алексеевна, она уроженка Пскова из деревни Ветошки. В 30 лет, свои 30 лет, она закончила 2-й Ленинградский мединститут и по направлению отправилась на работу в Якутск. Вот. Взяла с собой старенькую маму, Прасковья Васильевна, наша бабушка была. Вот они вместе приехали на перекладных, на поездах, на пароходе. Илья Егорович в ту пору работал наркомом здравоохранения. Ну, а поскольку ценные кадры тогда нужны были, конечно, вот он сам поехал встречать. Что же за новый врач к нам приехал? Вот, сам встретил, довез. А селить-то было некуда, и он поселил в своем наркомовском кабинете их с бабушкой. Ну, а сам где-то там еще нашел себе, приютился. Конечно, безусловно, она ему очень помогала, он ей, она ему, потому что отец был совершенно далек от медицины, когда получил это назначение. Но, тем не менее, за тот год, что он проработал в медицине, наркомом медицины, вот, как подчеркивается сейчас история, он успел сделать неоценимо очень много. Вели больниц вот, по болезни с трахомой, с туберкулезом, о чем, конечно, ему помогла мама. А мама Александра Ильинична осваивала эпидслужбу, поднимала нашу санитарную службу нашей республики. В конечном итоге, значит, наша мама прожила 92 года. Вот. Она заслуженный врач Российской Федерации, полученный и еще в те далекие все советские годы, многие годы, ну, основное время, она проработала в главном министерстве здравоохранения, главным эпидемиологом республики. Ну и со временем уйдя на пенсию, она тоже постоянно ходила, подрабатывала, не потому что нужны были деньги, а потому что она без работы, во-первых, не могла. Во-первых, ей обязательно нужно было передать свой богатый опыт по борьбе с этими заразами. Вот. Ушла из жизни она в свои 92 года в полном уме и здравии. Она себя полностью обеспечивала. Она вот так и легла с газеткой.
легла и уже больше не встала. Вот. Ну, об Илье Егорыче, наверное, уже больше я не буду говорить, я и так вас задерживаю. Ну, единственное, я хочу сказать, что, конечно, я до сих пор, ну, это может быть не очень скромно, но, конечно, Илья Егорович был самородком, но это же уму непостижимо. Это особенно нигде не подчеркивается, хотя и не афишируется. У него было образование всего 4 класса, среднее образование, все. А он грамотно писал, чистейше разговаривал на русском, совершенно без акцента. Хотя и он работал и батраком, и так далее. Всю жизнь в Улусах прожил. И руководил республикой. И еще вон какие дела творил, о которых мы знаем. Еще раз всем большое спасибо за внимание. Еще всем огромное спасибо за память о нашем отце Винокурове Илье Егоровиче. Перед вами выступает государственный ансамбль скрипачей Республики Саха-Якутия «Виртуозы Якутии». Руководители, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Лариса Габышева и заслуженный деятель Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Станислав Афанасенко. Концертмейстер, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Надежда Петрова. Петр Ильич Чайковский «Волшебные мелодии».
Астор Пьяццолла «Горячая луна». Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу поздравить вас с таким замечательным новым зданием Центра народного творчества «Чарон». Вы знаете, мы выступали в 20 странах мира, и где только не выступали, но с особым волнением приехали сюда, чтобы вам сделать небольшой подарок. И я хочу в знак нашей дружбы новой подарить Сардилане Даниловне наши 2 диска, которые мы записали, видеодиск. Мы записали 7 дисков, сейчас работаем над 8-м диском. Записывали и в зале Чайковского, и в профессиональной студии в Москве, и в Якутске замечательный режиссер у нас с нами работал. И поэтому вот 2 диска из этого многочисленного нашего архива. Я хочу, чтобы вы по возможности слушали их, чтобы ваши дети слушали. Просто так получилось, что мы приехали на очень короткое время. Обычно, когда мы посещаем районы, улусы, я всегда заранее договариваюсь, чтобы мы могли, я, Надежда Николаевна, прослушать ваших детей на предмет профессионального обучения, потому что я всегда говорю, мы боимся упустить Моцарта. Да, кто-то из вас есть гениальный, поэтому мы с удовольствием приедем у вас в следующий раз и прослушаем ваших детей. Да, приводите их, начинающих, кто уже начал заниматься музыкой. Вы знаете, мы из высшей, у нас альма-матер высшая школа музыки, мы все оттуда, и вот благодаря высоко поставленному образовательному музыкальному процессу состоялся такой ансамбль скрипачей, который воспринимает во всем мире. Мы должны были 19 марта уже лететь в Соединенные Штаты Америки, 18 концертов, Мексика. Ну, из-за коронавируса, вот, к сожалению, не получилось. Но, тем не менее, давайте с вами очень хорошо дружить. И поэтому вот в декабре, говоря, Елена Александровна сказала, в Намсах открывается центр, дом, великолепнейший дом культуры, и мы там с удовольствием дадим наш сольный концерт. А кто из Якутска, пожалуйста, 19 марта в Русском драматическом театре мы даем наш очередной концерт, который цикл концертов мы посвятили столетию республики под названием «Скрипка поет о Якутии». Очень много мы сейчас работаем над аранжировками, обработками якутских композиторов, якутских произведений. Спасибо. В завершение послушайте, пожалуйста, Астор Пьяццолла «Горячая луна».
Эгерделерге тыл берелдер Саха Республикатының Сыгана политикатыгар Государственный комитетінің председателігер Антонина Борисовна Винокуроваға. Уважаемый Валерий Ильич, уважаемая Наталья Ильинична, уважаемые внуки, правнуки, уважаемые участники торжественного собрания. В жизни каждого человека бывают моменты, когда судьба испытывает его на прочность, на незыблемость его жизненных принципов, когда надо идти на риск. Наверное, таким моментом для Ильи Егоровича был момент во время войны, когда он, нарушая все жесткие регламенты, все требования субординации, напрямую обратился к Сталину, товарищу Сталину, и описал всю ту бедственную ситуацию, в котором находился якутский народ. И этот его риск оправдался, и результатом явилось то, что вся верхушка власти Якутии тех времен была снята, и он сам был поставлен руководителем партии. И, конечно, мы все про это знаем, но нельзя умалять его другие достоинства. Опять же, всего лишь за год, бывший наркомом здравоохранения, он сумел в каждом районном центре сделать так, чтобы появился пункт по борьбе с туберкулезом и трахомой, построил санатории, появилась глазная больница. Помимо этого, будучи заместителем председателя Совнаркома и когда курировал образование и науку, он возглавлял делегацию республики на конференции научной Академии наук СССР, которая положила начало всему промышленному развитию Якутии. И тогда страна узнала, что такое Якутия, какие у нее богатые залежи, и с тех пор и появились и экспедиции, и изыскания, и все на свете. И нашли и алмаз, и уголь, и все на свете. И развитие, именно промышленное развитие началось с этого момента. Еще одно испытание выпало на его долю, когда он уже, будучи председателем, будучи первым секретарем ВКПБ, ему пришлось уже проявить свою волю и характер в борьбе за культурное наследие нашего народа, когда начались гонения на произведения наших писателей, обвиняя их в буржуазном национализме. Тоталитарный режим не пощадил и самого Ильи Егоровича. В 1952 году его сняли с должности и отправили в сельстрой. Но и в этой организации он проявил свои лучшие качества руководителя и за очень короткое время превратил эту организацию в процветающую промышленную строительную фирму. Его имя светлое было реабилитировано уже через 5 лет после смерти. И мы, сегодняшние жители республики, конечно, должны чтить память и помнить все его достижения, которые положили основу развитию всей республики. Год Ильи Егоровича Винокурова у нас прошел. Конечно, был тяжелый, пандемия. Опять же, новый штамм, дельта, тяжелый штамм. Опять же, пожары, масштабов которых не было никогда в нашей жизни. И тяжелый год прошел, но тем не менее год ознаменовался и многими другими достижениями. И для республики, и для Улуса построено много социальных объектов. Сдан детсад в Хамагате, сдан административно-культурный центр во Фрунзе, сдана ФАП и детсад в Бетюнцах. И вот мы стоим сегодня, наверное, в самом лучшем объекте этого года, который прошел, который как раз вот построен именно приурочен к юбилею Ильи Егоровича Винокурова. Ну, стоя здесь, в этом прекрасном новом здании, я вспоминаю свою молодость, когда очень-очень давно, наверное, вышла впервые на большую сцену. Именно причиной тому была студия Хатанчан, которая сейчас нашла тоже помещение в этом прекрасном здании. И я уверена, и тогда клуб отличался очень активной позицией, очень много мероприятий проводилось, и не только улусного, но и республиканского уровня. Ну а сегодня, вот заходя в такое здание, конечно же, я уверена в том, что коллектив Центра народного творчества Чарон будет еще лучше работать, и еще больше мероприятий мы увидим, услышим. И не только на уровне Улуса, но тоже на уровне республики, а может быть и больше.
Поздравляю еще раз коллектив с приобретением такого хорошего здания. И маленькую свою лепту Сарглане тоже хочу вручить. Сарглана Даниловна здесь. Это уже моя личная лепта. Я знаю, что у клуба всегда много проблем и никогда не хватает денег ни на что. Разреши вручить. Слово предоставляется Афанасию Семеновичу Владимирову. Этик мане намалугун алактахтара, намалугун агабахалага Юрий Никитич, Илья Егорович, оголоро, сеннере, баручугас джоннора, коллегалар. Уважаемые жители Намского улуса, руководители улуса, наследников, дети и внуки Ильи Егоровича, разрешите вас поздравить не только с открытием такого прекрасного центра на селе, но и с успешным завершением всех мероприятий, которые были посвящены 125-летию со дня рождения Ильи Егоровича Винокурова. Мы с вами в прошлом году открыли тоже в условиях такой пандемии, в режиме онлайн торжественное собрание провели. Ну и вот сейчас здесь вы видели отчет, видеоотчет, когда все позиции в основном исполнены. Благодаря тому, что в составе оргкомитета члены правительства, сегодня здесь два члена правительства присутствуют, это Антонина Борисовна и Юрий Степанович, дружно работали. Никогда не было, чтобы на уровне наших заседаний, а оргкомитет раз в квартал заседал, и какие-то возникали разногласия. Наоборот, план дополнялся, изыскивались источники, принимались самые необходимые решения не только для того, чтобы мы продолжали чтить память нашего выдающегося сына якутского народа Ильи Егоровича, но и создание условий для дальнейшего процветания и развития нашей республики. В свете того, что Илья Егорович, очень, вот тут здесь все сказали, насколько он был многогранен, талантлив, но я думаю, что сегодняшнее завершение всех мероприятий, посвященных 125-летию Ильи Егоровича, проходит накануне столетия нашей любимой Якутии. Становление новой государственности, и из этих 100 лет, более 30 своих сознательных лет, Илья Егорович работал во благо народа республики. Отстаивал интересы, спасал очень сложные времена, стоял на стороне истинных лидеров народа, мыслителей народа. Ну и, конечно же, оставил очень такой хороший след в истории. И мы сейчас видели, как внуки, правнуки сегодня ориентируются на его личность, на его такой подвиг гражданский. Ну и, конечно же, на те дела, которые он сделал. Вы посмотрите, сегодня мы, имея средства передвижения, самолеты, машины, поезда и так далее, да, но молодой человек, выросший в таком постоянной нужде, нашел в себе силы воли работать на Новосибирских островах. Создавал новую власть в Булунском, в Оленёкском, в Вилюйске и в других районах. В очень сложные, голодные годы войны требовал, чтобы сегодня жители, коренные наши жители Якутии были обеспечены хотя бы продуктами. Перегибы, которые проводила в то время власть, они были видны для него, и он имел мужество их исправлять и помогать людям. И сегодня мы, проходя все мероприятия
этих юбилейных мероприятий видим, насколько громадная личность Ильи Егоровича сегодня нас вдохновляет. За период работы в условиях пандемии мы все-таки сдружили. Здесь вот присутствует и секретарь нашего оргкомитета, и главы поселений, и сообщества, которое объединяет выходцев из Намского улуса в городе Якутске. Ну и сам вот глава, он на первый взгляд такой спокойный, Юрий Иннокентьевич, но в то же время очень спокойно, так методично. Афанасий Семенович, когда мы проведем оргкомитет, есть вопросы, есть вопросы. И сегодня наш оргкомитет, наверное, в улыбке Сардана Даниловны, очаровательная улыбка. Вы видели, как она сияет? Да? Искренне, красиво, как вот это вот здание. Наверное, вот это вот оценка работы нашего оргкомитета. Я желаю вам здоровья, счастья. Благодарю руководителей муниципальных образований за оценку моего скромного труда. Ну и мне было приятно, что вы лично звонили, просили, чтобы я с вами вместе был в радостный день открытия этого хорошего центра. Презентация фильма хорошая прошла. Ну и дальше живем, работаем дружно. Так, да? Кто против? Юрий Степанович, все за. Нам нарга, оруй! 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 Қатыңарыны хилегені бетеренлерін себетені председателі Оксана Ивановна Лебедева салаятчылақ бетеренлер түмсүйлерін көгіләхіннен Илья Егорович Винокуров төрәбіті сүз сүрбебет сылығар аналлақ төрүт үйс отучча көріңін киллерен таңац кырадағыннан панно оңырдылар. Манна олықтық жақталар себеттері салаятчы Дарья Ивановна Мальцева, оға искусстватын осколатын коллектива, салаятчы Александра Аркадьевна Колесова, из тоюга общественный түмсү, салаятчы Прасковья Ивановна Куличкина, илилергер таланнақ мастердар, паннону керекестюлех, бөғатаға бәлех гына, уран тутан устан ураннан, аюлан жарғалан оңырын, қатың арыдағы Илья Егорович Винокуров атынан историяны онна кырайы өретер музейга бәлех уналлар. Бүді күннен күнді өріләқ түген кыттылақтыра. Қатнырын әхілеген тыл үлі ветеранларын, пенсионердерін атырыттан, өр сылларға ұры оңыстын кәтеспет барғай тұтула культуравы жете, үліға келбетінен, ис сүрек бедеттен астынан, долгуян, үйерен, мақтанан тұраммыд, әғарда дирбетен көңіллән. Қатнырын әхілеге үйіне сайда тұрарығар, политический деятель Илья Егорович Винокуров сабыдыла улақан. Илья Егорович төрәбіті сүрбе 5 сылығаранан әдір үтчаттарға, үйінер көлуенеға өйдөбінік болуын ден, дорога светлое будущее ден атамыд паннотик дебет. Манна Илья Егорович үлеләбіт үлеті, олықпыт сайдарығар тұруласпыт, бігі инні бітігер үлеләбіт, барыт оған bu кинематография курдук оңраммыт тихеммит bu шапкалан оңордубут. Ти сол темир солуттан асфальт солуттан сагалан күн сардаңатынан сүжаян катын рыны хелегер тух үйнү сайды бар битин көрдөрөмбүт. Краеведческий музей Илья Егорович Винокуров атынан музей быт, здравоохранение, образование, Озерный квартал быт, bu tuturları turar mavra küölbüt, tığıbıt kahayıstıvata. Ona bu baragay tutulaq kulturavıt jete, barıta sürbetten taqsa, is aras körüngütten, tihillen, vışıp kalanan oğulunna. Mana bihigi is sürek bititten, yeyen koyan turamıt, bağıran aslınan turamıt tiktibit. Bitiren seviyetin kögülähininden nehliyek pensionerlerin istoyugun кружогун салаячта Кулишкина Прасковья Ивановна,
Жақтар Советин председателя Дарья Ивановна Мальцева, музыкальная школа коллектива Александра Аркадьевна Колесова, бары түмсеммет, проектаммет оңырдыбыт. Бәбіт санаптер сүрдәған табылынна асынан долгуян тураммыт нәхілек бітігер бәлі хуғынабыт. Бахалыста Иван Дмитриевич, онна Афанасий Христофорович сыңанаға таққар кетен ғырабыт. Күндік әлжеттері. Сенағы көрсің народтар кердларынағы конкурстар лауреаттары. Қатын арғын әхелегені Дуарай Эрджон вокальный ансамблы. Салаятчы Саха Республикатын культуратын тойгуна Саргылана Пономарева. Юрий Потапов саргынтыллара. Андрей Замятин мелодията. Тойоғың Илжаны. Солист Саха Республикатын культуратын тойгуна Андрей Замятин. Баяңғы дұғыллур Саха Республикатын культуратын тойгуна Ариан Васильев. Сақабит дойдотын үрдінен, жосырго костоғаларар, ол костоға хортақ сырдығар, ұлжен олағын арылар. Уважаемые участники, на этом торжественное собрание, посвященное к закрытию года видного государственного политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова, завершается. Чорон народ айымнетін саңа жете, сандаран тыган анын телетчі арыйда.
Жон серге сөбүлен түмсер, үтү орагая болан, үрдүкке кереге кынаттан, айымнылак үле артыктара, арылынын, бүгүнгү терәһиммитигер ыңырылак ылжыт болан келбеккитигер, уяр сетиминнің өрүбүтүн тәңе үллестибеккитигер, үс сүрәктен мактанабыт. Уважаемые гости, мы благодарим всех за активное участие. Желаем всем крепкого здоровья, удачи и успеха во всех ваших благих делах. Пусть славная история жизни и деятельности выдающихся сыновей якутского народа останется в памяти на все века. До свидания, до новых встреч, дорогие друзья. Приглашаем всех на общее фотографирование. Уважаемые гости, приглашаем на сцену на общее фотографирование.